На празднике юные воспитанники порадовали гостей танцем джигита и горянки, а также прочитали стихи о любви к родине и красоте родного края. Яркие наряды, бантики и шарики создали праздничную атмосферу. Разделить счастливое событие в жизни детей, горожан и принять участие в официальной церемонии открытия приехал глава Ингушетии. Махмуд Али Калиматов поздравил детей и их родителей с этим важным событием. Сегодня я уже, наверное, все знают, но все-таки повторюсь. У нас, наверное, это более 52 детских садиков, которые построены буквально за 4-5 лет. И самое главное, что я подчеркиваю, это благополучие. И самое интересное, город Назрань сам по себе, он очень значимый город для нас. Поэтому я поздравляю вас с детским садом. Хочу по-человечески, по-житейски сказать вам, мяш холчо, дал дох долчо. Дал я тубах лучше. Терпение вашим воспитателям, внимание к вам. И в то же время, чтобы вы набирались здесь всего, которого изначально в будущем вам предстоит. И в школе, и в дальнейшей жизни вы уже свои будете реализовывать мечты и все остальное. Поэтому я хочу поздравить и город Назрань, поздравить коллектив, дети, вас с таким красивым, добрым зданием. И хотел бы, чтобы вы понимали, мы еще будем строить и детские сады, и школы, потому что у нас рождаемость, мы передовых там в стране идем, в России нашей, да? Поэтому мяш толчу, дал я то бог лучше. Детский сад «Лидочка» был построен в рамках федеральной программы развития образования. Вместо старого подвального помещения, которое не соответствовало санитарным нормам, теперь у них появилось новое здание с просторными игровыми и спальными комнатами, музыкальным и физкультурным залами, кабинетами психолога и логопеда, а также медицинским блоком с новейшим оборудованием. Это для нас большой подарок. Вот это новое здание, просторное, красивое, уютное. Здесь у нас есть спортивный зал, у нас есть музыкальный зал. Все очень красиво, все построено действительно добротно, очень хорошо, соответствует всем современным требованиям. Мы очень довольны. И хочу поблагодарить, хочу выразить благодарность главе республики Калиматову Махмуду Али Махшариповичу за этот бесценный подарок, которого мы так долго ждали. Огромное спасибо. В здании предусмотрены все меры безопасности, 7 аварийных выходов, круглосуточное видеонаблюдение, пожарная сигнализация. Функционируют 2 грузовых лифта. После официальной части открытия Махмуд Али Калиматов прошелся по зданию и проверил качество проведенных работ. Обратил внимание на каждое помещение. Без замечаний не обошлось. Мы с тобой сядем, нам ничего не будет. А где отходи, посмотри. Попробуй. Тем более не закручивали, заусенцы отвёрли. Хорошо. Надо их или утапливают. Да, чтобы западаться было. Да, или же одевают клипс такие. Детский сад изначально спроектирован с учетом безопасности детей. Здесь свели к минимуму острые углы в помещениях. Мебель имеет овальную форму, высокие перила на лестницах и решетки на отопительных радиаторах. Инспектируя новое здание, глава региона обратил внимание на портреты отважных героев России, участников СВО. Он отметил, что дети с юных лет должны знать своих героев, которые ценой жизни отстаивают интересы Родины. Далее глава региона пообщался с воспитателями и работниками пищеблока. Подчеркнул, что новый детский сад, помимо дополнительных посадочных мест, дает возможность трудоустройства местным жителям. Мы детям создаем условия, благодаря нацпроектам, указу президента, но в то же время в Ежире боле, Насыре боле, Нуаной боле, для них работает. Понимаете? Вот 54 человека, в целом по республике получается там 2500, а школы у нас там более 50, там еще, и получается около 5-7 тысяч рабочих мест. Территория детского сада полностью благоустроена. Здесь установлены качели, теневые беседки и лавочки, предусмотрено освещение. Как отметили родители, если раньше дети неохотно шли в садик, то теперь забрать их обратно домой становится настоящей проблемой. Ребенок очень сильно доволен, в восторге. Если туда мы ходили немного с неохотой, потому что вот были проблемы с условиями, то здесь ему нравится все. Абсолютно все. Вот каждый раз мы идем с огромными эмоциями, что здесь все новое, что здесь отдельные парты есть. Все есть для того, чтобы
детям было комфортно. Махмуд Али Калиматов подчеркнул ценность реализуемых госпрограмм и нацпроектов, инициированных президентом России Владимиром Путиным. Он также отметил, что новые образовательные учреждения покрывают 85% потребностей в детских садах в республике. И к 2030 году планируется полностью решить вопрос обеспечения мест в дошкольных учреждениях. Это очень, по другим регионам не буду называть, мы очень впереди идем, что Олкум-Яле, Аршты-Яле, Вежер-Яле, у нас везде такие же детские сады. Новый детский сад расположен по улице Интернациональная, рядом с республиканской больницей. Этот район густонаселен, государственных дошкольных учреждений поблизости не было. Благодаря удачному местоположению родителям будет удобно по пути на работу довести своих детей до детского сада. Зелимхан Калоев, Адам Гулоев, Сулейман Костоев, Магаз 24.